Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрий Гурневич, а сёння мы госцю ў Менску, прафесар, доктар юрыдычных навук, суддзя, былы суддзя Конституцыйнага суду Михаил Пастухов. Добрый дзень, спытаю, Михаил. Добрый дзень, Дмітрий. Найперш я хацеў бы спытацца, вось столькі рэгалій у вас сярод іншых стваральнік, адзін з аўтараў Канстытуцыі 94-го года. Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, на погляд чалавека, который з'яўляецца заслужаным юрыстам Рэспублікі Беларусь, кім сёння на дадзены момант з'яўляецца для беларусаў, для дзяржавы, для структуры дзяржаўнай, для вертыкалі Александр Лукашенко менавіта з пункту гледжання закону, Канстытуцыі? Калі зыходзіць з таго, што тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта уже скончыўся 6 лістапада, вось, і калі не прызнаваць вынікі прошедших выборов, то можно сказать, что фактично ён перестал быть кіраўніком державы. Але ж трэба улічваць тое, что формально ён атрымаў пасведчанне прэзідэнта от Лідіі Ярмошынай, і гэта дае яму выснову і спадзеў на тое, што ён стаў прэзідэнтам у 6-ы раз. Ось. Але ж тут надо ще улічыць і тое, што было раней. Вот, што у нас былі і рэферэндумы 95-го, 6-го году, 2004 году, калі фактычна была у нас уведзена новая рэдакцыя Канстытуцыі. Ось. І згодна з рэферэндумам 96-го года фактычна Александр Лукашенко заняў сваю пасаду без всяких выборов. Насуперек рішенню Конституційного суда от 4 листопада 96 году. Это дает подставу мерковать, что его полномочия могли скончиться и ранее, а менавіта после референдуму 96 года. Поэтому пытание это не такое простое на первый погляд. Тут есть ряд таких нюансов, на якія можна акцентаваць увагу. Но фактично, если подыходить более, так сказать, жестко к оценке, то можно сделать вынік, что фактично краіна застаецца без легітымнага прэзідэнта. Ён утрымлівае ўладу, ён, так сказать, кіруе пакуль краінай, але ж яго легітымацыя фактычна скончылася. І гаспадар Михаил, глядзіце, а хто, на ваш погляд, сёння можа з'яўляцца міжнароднай супольнасці, у тым ліку для людзей внутры краіны, менавіта прадстаўніком легальнай улады? Калі ён усіх прызначае па вялікім рахунку, ён таксама і ўрад прызначыў. Тут следует отметить, что какую конституцию брать за основу. Если исходить из действующей редакции Конституции, то можно сказать, что фактично полномочия президента повинны перевести прем'єр-міністру, які буде кіраваць краінай до тых пор, пока не адбудуцца новыя прэзідэнцкія выборы. Але ж гэты тэрмін таксама прайшоў. Роман Галоўченко ніякіх ініцыятыў не праявіў, дзеючы кіраўнік дзяржавы сам не передаў улады. Поэтому такі варыянт таксама фактычна не быў вырашаны. І ён, Александр Лукашенко, продолжае займаць сваю пасаду. Ён фактычны кіраўнік дзяржавы. І з гэтага факту трэба заходзіць далей. Скажыце, ласка, з пункту гледжання юрыста, калі ў краіне, як вы зараз кажуць, многія юрысты, назіраецца прававы дэфолт, няма і на ваш погляд легітымнага прэзідэнта,
як можна выйсці з гэтага праводу фопту, з якімі інструментамі, ці гэта все-таки нейкія яшчэ легальныя інструменты, праз суды нейкія, якім чынам? На мой погляд, тут есть два основных варианта. Один вариант – это мирные перемовы. Повинен быть в Украине какие-то агульнанацыянальны дыялог паміж палітычнымі сіламі. З аднаго боку гэта прадстаўнікі ўлады, а з другога боку это прадстаўнікі апазіцыі. Ну, таксама з іншым кандыдатам у прэзідэнты, якая лічыцца пабядзіўшых на гэтых выбарах, Светланай Ціхановскай. Вось, а другі варыянт – это ты, якія мы бачым зараз это грамадзянская вайна улады і народа, які не хоча больше мириться з тым, што страной кіруе далей Лукашенко. Вось, і пакуль другі варыянт, ён відавочны, ён працягваецца, і на мой погляд, трэба міжнароднай супольнасці, а таксама і палітычнай апазіцыі Беларусі прилагаць намаганне да таго, чтобы ўсё ж таки начаўся гэты нацыянальны дыялог пад эгідай якіх-то моцных дзяржаў, то бок нормандской четверки, это США, Россия, Германия, Франция, и обовязково на площадке ОБСЕ, якая завжды считается таким, ну, основным переговорщиком в таких конфликтных ситуациях. Вот этот вариант, мне подается, все ж таки повинен быть задейничен. И для Михаил, а ці лічыце вы такой пляцоўкай магчымай вось прапанаваным Лукашенком диалог на... Не, ну это повинен быть диалог реальный. Коли ось это Конституция, и он пропонует конституционную реформу. Стороны, сустрэцца и размаўляць по Конституцию. Так, по Конституции, да. Вот я лечу, что все повинны быть заинтересованы в том, чтобы это был реальный диалог. И стороны, баки имели реальную вагу, и чтобы были надейные гаранты, чтобы можно было обозначить повестку дня, вось, начать диалог по какому-то регламенту, вось, принять какие-то в итоге дискуссии выники решения, и это решение повинно иметь моц обовязковую для сторон. Вось, и лечу, что, конечно, в этом, что Александр Лукашенко, якога лічыць, што ён уже свои паўнамоцтвы выкарыстаў, тэрміны яго уже улады прайшлі, все ж таки ён должен был бы суступить свои паўнамоцтвы премьер-министру, тады гэты диалог был бы, ну, больш-менш таким реальным и равноправным. Ну, ён прапануе такі сцэнарый, ён абсолютна відавочны на дадзены момант. Прапанаваная змена ў Канстытуцыю, пазней магчыма замацаванне іх на ўсебеларускім сходзе, прыняцце, новыя выбары, нейкі спачатку парламент, там мясцовыя выбары, ці гэта ўвогуле нейкі аптымальны варыянт, бо зараз эта сітуацыя, калі, ну, зашла ў тупік з абодвух бакоў. Мы бачим, что улада намагается до того, чтобы унести какие-то формальные правки в дзеючую конституцию образца 96 года, может быть, скоротить полномочия президента те на 70, те на 80%, это не принципово, але ж, чтобы главное, чтобы улада осталась у дзеючего кіраўніка державы. То есть, и потом это все затвердить на Всебелорусском народном сходе, да, потом, может быть, дзеючим парламентом, вось, и по вясне можно вынести на референдум. Але ж все ведают, что это ніяк не змене ситуацию и не будет выйстем из затянувшегося конституционного кризису. Даже та же Россия настаивает на том, как это был все-таки, ну, реальный диалог, реальная конституционная реформа, чтобы улічивались прапановы и от оппозиции, чтобы была дискуссия равноправная, чтобы як бы улічивались усе прапановы. Вось, и поэтому повинно быть все ж таки
широкая открытая дискуссия по этому пытанию, чтобы все гульцы положили свои карты на стол и бачили, что яны прапануюць, и потым искать какие-то консенсус. Паколькі тут много гульцов на гэтай палітычнай пляцоўкі Беларусі, у кожнага свае інтарэсы, іх трэба улічыць, і толькі агульны кансенсус можа даць якое-то паразуменне ў нашым грамадстве і зрабіць выніку стварыць такую устойлівую, аўтарытэтную і дэмакратычную уладу. Давайте все-таки поговорим про необходность новой конституции, наколькі на дадзены момент и для вас это является принциповым пытанием, что б могло в такой конституции увогуле быть, як бы она могла, по яким узор измененная быть? Да, зараз каждая страна, каждый бок прапануе свои проекты, и президентский бок вядзе гутарку аб тым, што это павінна быць новая рэдакцыя Конституцыі ці новая Конституцыя, аднак будзе мяняцца ўсё ж такі галоўны раздзел Конституцыі – это структура органы улады. І зараз таксама Тихановская, група Тихановскай, так можна сказаць дакладнее, таксама прапануе распрацаваць новую Конституцыю для Беларусі. Але это у перспектыве. А самае галоўнае, якія першыя крокі. То бишь прапануецца пакуль вариант, что павінны быць прызначаны новыя прэзідэнцкія выборы. Але ж время уже ушло, пропущено, надо было назначать раней повторные выборы. Зараз можа ідти гаворка толькі про тое, каб дзеючая улада прызначила новые прэзідэнцкія выборы. І галоўным тут будзе якраз дзеючы кіраўнік краіны і створаны раней парламент, палата прадстаўнікоў, і будзе гуляць таксама цэнтрвыбаркам, можа быць уже без Лідзіі Ярмошынай, можа быць з іншым кіраўніком, але ж тая ж самая улада будзе прапановваць правесці выборы. Калі будзе настойваць, например, Светлана Тихановская и поддерживающая ее оппозиция, назначить новые выборы. То есть понятно, что представитель оппозиции не сможет победить на этих выборах. Вмешается, безусловно, и российская власть, которая также заинтересована в том, чтобы Беларусь развивалась в том направлении, который ей выгоден, а именно в сторону инкорпорации, в сторону интеграции и последующей инкорпорации Беларуси. Поэтому считаю, что все-таки сначала надо договориться о том, что будет взято за основу на будущих выборах, какая конституция. И здесь возможны, на мой взгляд, только два варианта. Может и больше, конечно, но первый вариант – это действующая редакция Конституции. А второй вариант, который предлагал в свое время и Виктор Бабарико, это Конституция 1994 года. Если взять за основу действующую редакцию Конституции, то влиять на выборы и развитие дальнейшей Беларуси будет действующая власть вкупе с российской властью. Для демократического развития Беларуси, для восстановления законности демократии, проведения свободных, честных, демократичных выборов необходимо вернуться к Конституции 1994 года, которая может восстановить легитимную систему органов власти. Главным среди этих органов должен являться парламент, высший представительный, единственный законодательный орган власти, каковым является Верховный Совет Республики Беларусь. Если бы
начать этот отсчет с Конституции 1994 года, то можно бы в одночасье восстановить все демократические институты, все вернуть, и законность, и демократию, уважение к правам человека. Вот я считаю, это самый простой, самый правильный и демократичный путь развития. А як это можно зрабіць? Ну як можна вярнуць канстытуцыю, которая уже не Можно актуальна? можно исходить из того, что согласно статье 3 Конституции, причем в обеих редакциях, единственным источником власти является народ. Он может осуществлять свою власть непосредственно, а не только через своих представителей власти. Вот. Если он выскажет свое мнение, что мы будем дальше жить по новой редакции Конституции, будем жить по Конституции 1994 года, вот, и мы настаиваем на том, чтобы прошли выборы сначала в парламент, а потом уже решали вопрос о поправках в Конституцию, то, в принципе, это и может стать выходом из ситуации. Но это должен быть... Что это значит народ? Прамым дзеянні. Это должен быть какой-то Это что, демонстрация некая в виде людей, ці что? Это должен быть народный форум, который может, который, конечно, должен победить уже в этой трудной ситуации, потому что сейчас это представить невозможно. Но если противостояние между властью и народом все-таки победит народ, то он будет определять сам свою судьбу, в том числе по какой конституции жить и как жить дальше, с кем развивать отношения, куда идти. Вот это был бы идеальный вариант для развития Беларуси и восстановления законности и демократии. Ну а сейчас пока получается вариант, что действовать приходится в рамках этой новой редакции Конституции, вот, которая выражает интересы власти действующей, и власть хотела бы, опять же, внести в нее поправки, либо принять новую редакцию Конституции, вот этой действующей Конституции, ограничив полномочия президента. Фактически система власти, номенклатура останется, и повлиять на это весьма проблематично. А на вашу думку, ці вось, мовно кажучи, вяртанне Конституції 94 года повинна бути кропкой, ці все ж таки вона повинна бути в будучыні таксама неким чином модернізаваная, все-таки уже минуло больше за 20 годов с моменту ее принятия 26? Конечно, и одна и вторая редакция Конституции должна быть модернизирована. Что касается действующей Конституции образца 96 года, то она закрепляет неограниченное полномочия президента. Фактически устанавливает его единовластие. Вот так, конечно, так не должно быть, тем более, что в перспективе в Беларуси должен быть другой президент. Вот. Что касается Конституции 1994 года, то, конечно, по прошествии времени, 26 лет, необходимы у нее поправки. Тоже, что касается системы органов власти, опять же, надо решать вопрос, каким должен быть президент, нужна ли эта должность. Вот. Нужны какие-то дополнительные гарантии прав и свобод граждан, вот, чтобы они могли реально обращаться в суды, суды их защищали, чтобы была другая система правоохранительных органов, чтобы парламент был реальный, чтобы местное самоуправление было восстановлено, и люди могли на местах решать свои вопросы. То есть отменить смертную казнь, ввести должность уполномоченного по правам человека, сделать более современную избирательную систему, например, перейти к смешанной системе, открыв дорогу политическим партиям, парламент. То есть реформы нужны, конституционные. Вопрос, когда и как. Это главный вопрос. Ну, и такие реформы уже повинен, конечно, новый парламент, видать, вырашать. И тады... Вот, и я считаю, что основным органом, который должен принимать поправки в Конституции, должен быть новый, легитимный, демократически избранный парламент, в котором будут представлены лучшие представители белорусского народа, в том числе известные политики, известные деятели науки, культуры. Вот.
они должны определить, как будет развиваться дальше страна. Не просто хаотично вынести на референдум поправки опять в пакете с одним вопросом: одобряете ли вы поправки, внесенные, условно говоря, там, первым президентом или просто Александром Лукашенко, или поправки, предложенные от политической оппозиции. Вот. Это все равно кот в мешке. Так поправки принимать в Конституцию нельзя, потому что это будет все равно обман. Это будет фактически новая Конституция, но под красивой оберткой. Угу. И мы не исправим положение. Як, на вашу думку, вось, калі пачалася перадвыбарчая кампанія, Сергей Ціхановскі, калі аб'язджаў Беларусь сваімі вядомымі стрымамі, ён вельмі шмат казаў, і людзі пазней за гэтым пасля яго паўтаралі, што Беларусь у прынцыпе павінна адмовіцца ад прэзідэнцкай рэспублікі і стаць парламенцкай, што трэба максімальна абмежаваць паўнамоцтвы прэзідэнта. Ці гэта выхад у цяперашняй сітуацыі таксама для Беларусі? З іншага боку, ёсць меркаванні пра такія, што калі столькі спраў было, скажем, зроблена кепскіх Александром Лукашенком за гэты час. Я маю на ўвазе такія, которые датычаць менавіта судоў, функцыянавання юрыдычнай сістэмы усёй прававой. Тут павінен таксама змяняць чалавек, который мае вельмі шмат паўнамоцтваў, парламент можа не знайсці кансенсус, і это зноў будзе праблема, таму што не будзе ніякай згоды, і это можа быць абярнуцца крызісам. Я поддерживаю эту идею «Беларусь без президента». Эта должность была включена в Конституцию 1994 года уже на этапе, когда основа Конституции была разработана. Она предполагалась под человека от номенклатуры, но получилось по-другому. Вот, и привела эта должность, как мы видим, к очень негативным последствиям. Превратилась фактически эта должность потом в единоличную. Поэтому, если возвращаться к Конституции 1994 года, то можно просто должность президента отменить. Это тоже, так сказать, очередные поправки, которые парламент будет принимать. То есть, если найдется согласие в новом парламенте, что поживем, условно говоря, там хотя бы лет 10, пока без президента, поручив должность главы государства председателю парламента демократическому, избранному его заместителем, да и, собственно, всем другим депутатам, 260 депутатов должно быть в Верховном Совете, вот, то вполне можно вернуться к тому положению, когда Беларусь обходилась без президента. Что касается порядка в парламенте, вот, то следует, конечно, подумать о том, чтобы в парламенте были партийные фракции, чтобы депутаты могли объединяться по каким-то определенным группам. И тогда вопрос будет решаться всегда по компромиссу, по договоренности, в том числе утверждение правительства. Тоже уже придется пакетом принимать эти списки по договоренности между партийными фракциями. Но дело в том, что парламент с латинского переводится как «место parlare», место, где говорят. То есть судьба депутата в том, чтобы говорить, доказывать, утверждать, принимать законы, вот, утверждать правительство, вносить что-то новое, обязательно вот, заводить общество какими-то новыми идеями, законами, программами, планами. Я считаю, это ничего страшного. Особенно, когда мы перейдем к смешанной системе, и партии получат гарантированный доступ в парламент, или по следующему, по европейскому образцу, можно вообще перейти на пропорциональный партийный порядок формирования парламента, тогда можно установить какие-то, как говорят, избирательные барьеры, что могут пройти только партии, которые набрали, условно говоря, 3 или 5% голосов избирателей, с тем, чтобы мелкие партии, которые появятся, конечно, очень много, сразу не получали бы представительство в парламенте, а сначала набрали какой-то политический вес. То есть договориться в парламенте всегда можно, это не проблема, потому что парламент пусть говорит, пусть клокочет, а правительство и другие органы власти будут работать. Это вполне нормально, тем более людям надо будет выговориться, надо предложить любые инициативы, чтобы ускоренно, динамично догнать другие страны.
Михайло, і апошняе пытанне да вас. Ось ці ёсць увогуле з пункту гледжання прававога нейкі інструмент, который можа быць прапісаны ці ў канстытуцыі, ці в іншыя законы, каб прадухіліць у будучыні такую сітуацыю, якая адбылася ў Беларусі па вялікім рахунку пераход ад дэмакратыі на пачатку 90-х да аўтарытарнага рэжыму, ці гэта проста нерэальна. Таму што ёсць заходнееўрапейскія краіны, якія маюць падзел улады, гэта як адпрацавана. А чаго гэта залежыць? Ад самога прописанного инструмента у Конституции, или все ж таки от правоприменения, от этики людей? Да, здесь, конечно, много факторов, но я замечу, что как раз в Конституции 1994 года статьи 3 и действующей редакции Конституции сохранилась норма, что любые действия по достижению государственной власти насильственными методами, равно путем иного нарушения законов Республики Беларусь, наказываются согласно закону, причем уголовного закона. То есть норма формально есть. Вот. Но говорят, что надо еще закрепить право граждан, значит, на сопротивление, значит, насилию, там еще что-то. Ну, это написать можно, но это ничего не решает. Поэтому вопрос об уровне развития общества, демократии зависит от того, кто станет руководителем страны, новым президентом, если у него будут большие полномочия. Вот. Лучшим лекарством, я считаю, от диктатуры может стать то, что мы упраздним должность президента и будем значит, жить, как жили до принятия Конституции 1994 года, поручая формальное управление страной и представительство председателю парламента, его заместителям. А главной фигурой парламентской республики, как известно, является премьер-министр, правительство, подконтрольное парламенту, как и другие органы власти, подконтрольное парламенту. Это идеальная форма государства, парламентская или парламентарная республика. Вот к ней, я полагаю, надо стремиться Беларуси. Она гарантирует все доброты, которые только может дать людям государственная власть. Она будет служить людям. Вот. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім гостем быў доктар юрыдычных навук, прафесор Михаил Пастухоў. Мы гутарылі пра крызіс палітычны ў Беларусі і пра магчымыя выхады з гэтага крызісу. Дзякуй вялікі, спадар Михаил. Вы глядзелі «Свабода». Вас працаваў Дмітрий Гриневич. Усяго добрага, заставайцеся.